Махмуд Али Калиматов принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В этом году главный лозунг «Суверенное развитие – основа справедливого мира». Всего в деловой программе предусмотрено более 150 панелей. Участники обсудят развитие отечественной экономики в свете западных санкций, а также технологический суверенитет страны. Также будут обсуждаться наши возможности и перспективы, в том числе в сфере АПК, туризма, высоких технологий. Махмуд Али Калиматов дал ряд интервью федеральным СМИ. В общении с журналистами он отметил: благодаря тому, что мы в плоскость правового поля вошли, и у нас доверие, и инвестиционный климат совершенно улучшился. Естественно, в минеральных водах был форум буквально 2 месяца назад, да? Мы там участвовали, и 4 мы заключили там соглашение. Это корпорация МСБ банк, Промсвязьбанк, Проткову мы заключили. Они у нас открывают, вот буквально я сейчас с ними встречался, они будут открывать у нас и финансировать малый и средний бизнес Сбербанком и Газпромом. Производство очистных сооружений. Мы 2-й год ни одно сооружение мы не строим без очистных. Кавказ РФ у нас 13 миллиардов до 30-го года выделено на развитие туризма. У нас, в общем-то, наравне с Кавказскими республиками хорошие места, где можно побывать. Жиженый газ – 580 миллионов. Системный подход он нам дал в целом инвест-климат такой, что к нам пошли. Мы на 2-4 пункта поднялись инвестиционный климат. Да, конечно. И у нас АПК Сунжа. Сейчас 2-я очередь у нас в этом году. К осени мы будем 15 тысяч. Туда выделились 7 миллиардов денег на это. Вот. И поэтому и у нас есть птицекомплекс южный. То есть это глубокие переработки индейки. Сами закладываем 75 тысяч там яиц. Да? Туда нам выделили более миллиарда денег, вторую очередь. То есть сегодня там тоже около 4 тысяч тонн индейки. А буквально тоже сейчас, да, в этом году, до Нового года, там будет уже 10 тысяч тонн индейки. И, знаете, за 1,5 года было построено это. И поэтому, если говорить об инвестиционном климате, вот это результаты, которые у нас появились. То есть МСП были предприятия, малого и среднего бизнеса, мы их уже за 5 тысяч. И мы сделали что? Привлекательность. Мы буквально через парламент снизили для малого и среднего бизнеса от 6 до 2% налог. Да. И теперь у нас такой вот пошел подъем, понимаете? И я вам скажу, 2021 год получили уже миллиард налогов. А для республики, где бюджет-то 30 миллиардов нет, понимаете, что это такое? То есть это существенно для нас. Поэтому мы уклон делаем на малый и средний бизнес. Республика Ингушетия подписала в первый день форума ряд соглашений, в том числе с Запорожской областью. Новые регионы России принимают самое активное участие в Петербургском международном экономическом форуме. Вот это соглашение, оно само по себе несет, что наши отношения, которые будут не только в экономическом плане, не только в социально-экономическом, но и человеческом, дружеском. И в первую очередь хотел бы сказать, Евгений Викторович, в первую очередь делегацией прошу вас найти время прибыть в Республику Ингушетия. Спасибо большое за приглашение. Могу сказать, что однозначно мы приедем с нашими учителями, врачами, с теми, кто сегодня нуждается в Запорожской области. Надо нам учиться многому, интегрироваться в Россию, в ее многонациональность, в ее разные культуры, разные вероисповедания, разные даже убеждения, но без нацизма. Вот без того нацизма, который сегодня, к сожалению, поразил украинцев. И нам сегодня необходимо наших людей возить, учить, показывать нашу культуру, многонациональную культуру. В этом мы сильны. Поэтому мы хотим, чтобы наши дети ездили по всей большой нашей родине, смотрели, учились тому, как надо любить друг друга, как надо ценить жизнь, как надо строить, созидать во имя наших будущих поколений.